собственно, принадлежу к другой партии, Родина. Но Вы ко многим партиям принадлежите. В надежде, Олег, за своими анализами смотрите. Вот. Я пришел сюда в надежде увидеть настоящего коммуниста. Вот. Вопросов накопилось много, но по поводу Шурепова, я считаю, вы не ответили. Все-таки судом признано, я не знаю, был ли такой прецедент со времен Первого съезда РСДРП, чтобы суд признавал коммуниста ничего не делающим депутатом, представителем законодательной власти. Но у меня вопрос о другом. Вот скажите, как вы, ну я все-таки считаю представитель респектабельной части партии, относитесь из московского далекого к череде скандалов в партии? В общем-то, славная же партия, со славной историей. Вот, к череде скандалов, связанных с Шулеровым, связанных с непонятной ситуацией в Инде, вот, связанной с пропажей или непонятно куда, так сказать, подевавшимися протоколами и так далее. То есть как вы оцениваете реальное состояние дел в партийной организации республики, вот без дежурных фраз насчет того, что вот новый руководитель, так сказать, вот все поправит и так далее. Вот объективную характеристику дайте состоянию дел в республике. Не кажется ли вам, что местное отделение находится в тупике? И следствием этого кризиса местных коммунистов стало и то, что появились новые какие-то коммунисты, коммунисты России. Ну вот, они православные, но во всяком случае, мне так сказал их лидер этих коммунистов. И не кажется ли вам, что КПРФ в республике, ну по существу, это приводной ремень партии власти? И тот же Шурепов не получил бы свой пост без одобрения единороссами. И оговорки по поводу поддержки Гайзера, они тоже, наверное, не случайны. Хотя против Гайзера, так сказать, я думаю, немногие здесь что-то имеют, поскольку это объективная ситуация. Вот ответьте, если сможете на этот вопрос. Да, спасибо. Ну, вопрос-то был не один, а в вашем выступлении целая череда вопросов. Я вас слушал внимательно, давайте теперь я буду отвечать. Да, значит, ну, во-первых, приятно, что представитель другой партии так печется о состоянии нашей организации. Значит, судьба Коммунистической партии Российской Федерации не безразлична другим политическим силам. Это показывает тоже определенный уровень уважения к нашей политической силе и к нашей структуре. Я не зря говорил о том, что я за корректность, которая должна проявляться и в поведении по отношению к оппонентам, и в недопущении черного пиара, и во всех других вещах. Я был очень удивлен, когда, едучи по пути в аэропорт Домодедово, из которого вылетал сюда в Сыктывкар, значит, стал смотреть интернет и на БНК, на сайте обнаружил информацию, где пояснялось, зачем я еду в Сыктывкар. Вообще можно было бы у меня спросить, депутаты люди не закрытые, и найти телефон депутатской приемной не составляет большого труда, тем более для журналистов, которые, в общем-то, хорошо в этих вопросах ориентируются и знают, где найти координаты того или иного публичного человека. Депутаты люди публичные, поэтому можно было просто дозвониться ко мне, спросить и выяснить, каковы цели моей поездки. Я с целей поездки, собственно, и начал. Я сказал, что первая задача — отчитываться перед избирателями. Вторая задача — это действительно анализ хода избирательной кампании, поддержка нашего регионального отделения партии. Это тоже является задачей моего визита. И первая правда, и второе правда. А вот третье, то, что БНК написала, что цель визита Новикова в Сыктывкар — разбор какой-то конфликтной ситуации, никакого отношения к реальной действительности не имеет. Такого поручения у меня ни от фракции нашей нет, ни от президиума Центрального комитета нет, ни от лидера партии Геннадия Андреевича нет. И я здесь, находясь уже третий день, не увидел никакого конфликта. Люди настроены на работу, те возможности, которые у них есть, используют, работают со средствами массовой информации, организуют встречи с избирателями, занимаются распространением агитационной продукции. Идет нормальный предвыборный процесс. Я не исключаю, что в каких-то местных отделениях наших региональных организаций могут быть какие-то напряженные ситуации.